Слушайте, участвуйте. Доброе утро. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Уфимский разворот» на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Елена Черкова. Руслан Валиев, Александр Егошин сегодня у нас за звукорежиссерским пультом. +7 927 304 10 51. Номер для ваших смс-ок, сообщений в Телеграм. Ну и трансляция у нас, конечно же, на Ютубе, на Фейсбуке запущены. По поводу трансляции, да, и вот в ответ некоторые слушатели уже с утра писали сообщения по нашему номеру для смс-сообщений. Действительно, есть технические проблемы с трансляцией нашего сигнала, причем эти проблемы обусловлены не, скажем, ситуацией в Уфе, да. Сбой с трансляции начался еще в субботу, причем не только у «Эхо Москвы», но и у радиостанции «Говорит Москва». Насколько мы поняли, есть проблемы с каким-то силовым кабелем, который был поврежден по вине строителей. Поэтому технические проблемы действительно есть. Если кратковременные перерывы в вещании происходят, в общем... Не пугайтесь, не ничего пугайтесь, страшного. да. То есть проблема решается, а мы вот уже так или иначе наладили вещание по резервному каналу и работаем, и, как говорится, слава богу. Спасибо, что нас слушаете. И заодно хочу сказать, что у нас сегодня в программе эфира нашего после обеда. В эфире послесловие с Азаматом Саитовым в гостях будет доктор исторических наук, профессор и почетный академик Академии наук Республики Башкортостан Марат Кульшарипов по поводу столетия республики, в том числе будет эта программа. Поэтому присоединяйтесь к эфиру после 15 часов. А сейчас мы начнем обзор прессы. Начнешь? Да, начну, наверное, с материала на портале УФА-1. «Работа над ошибками» он называется. Экс-министр образования Башкирии недоволен школьными учебниками. И подглавка такая, подзаголовок. Хотя саму Гульназ Шафикову недавно уличили в написании постов с оплошностями. Недавно, почти год назад, я напомню. Это было в прошлом сентябре. Бывший министр образования Башкирии Гульназ Шафикова осталась недовольна школьными учебниками. Ныне она, я напомню, возглавляет Институт развития образования республики. И вот пишут наши коллеги с УФА-1, что Гульназ Шафикова нашла неточности в описании исторических событий. Вот уж удивил. То есть учебник истории? Да. Свое негодование она выразила в посте в соцсетях. Сын задает мне вопрос, почему авторы учебника дают недостоверную информацию о Первой мировой войне. Ведь тогда такого государства, как Австрия, не было. Была Австро-Венгрия. Дальше пишут, что Россия вступилась за братскую страну и таким образом приняла участие в войне. Это неправда. Германия напала на Россию. Была цитата ее сына. Ну, кто братская страна, на чьей стороне вступила Россия? Неважно. Меня это не удивило, продолжает Гульназ Шафикова, ведь многие учебники сегодня критикуют. Мы решили обратиться за разъяснениями к авторам и издательству. И если и вы нашли в этом учебнике неточности, пишите, соберем все вместе и передадим издательству эти данные. Нужно будет, если вас заинтересовало и у вас вдруг дети-школьники, зайти, наверное, на страницу Гульназ Шафиковой в соцсетях и понять, что, собственно, за учебник-то она там обсуждает. Ну, Россия действительно вступила в войну на стороне Сербии, да, против которой австро-венгерское правительство, в общем, начало претензии предъявлять после убийства Франца Фердинанда. Да, как Эрцгерцог. Я даже не это хотел сказать. Наследника престола, вот. Ой, ну, также УФА-1, другой материал о том, что в Башкирии гаишника уволили за покупку Land Cruiser. Стоимость машины превысила его годовой доход за 3 года. Такая история, оказывается, А вдруг произошла. он подрабатывает таксистом по вечерам? Вот, как вариант. Откуда вы знаете? Речь идет о начальнике ГИБДД по Аургазинскому району Башкирии. Ну, точно подрабатывает таксистом. Он купил себе Toyota Land Cruiser 150 в 2017 году, купил и не знал, что спустя 3 года его машиной заинтересуется антикоррупционная служба МВД, пишет УФА-1. Неловко вышло. Но все же это произошло, и силовики выяснили, что новенький крузак майор полиции приобрел у официального дилера за 2 миллиона 963 тысячи рублей. Тогда служители закона, пишут УФА-1, пришли к другому и спросили: а как ты со своей зарплаты смог себе позволить элитный внедорожник? Спросили они. Он им ответил: 1 миллион мне подарили родители, 1 миллион 950 тысяч взял в кредит, еще 13 тысяч накопил. Вот такой был ответ. Ну, нормально. Но ответ силовиков не устроил. Они подсчитали и выяснили, что стоимость машины превышает доход всей семьи майора за 3 года. Сведения о покупке элитного внедорожника майор справки о доходах не представил. Оформлен-то он был на маму. На основании всего этого полицейского уволили из внутренних дел за совершение коррупционного преступления. Что стало с автомобилем, неизвестно. Ужас. В МВД информацию подтвердили.
Ну, вдруг, правда, всей семьей копили. Мама, папа, он, Ну, братья, ты сестры. знаешь, а вот все возможно, кроме Копили шуток. всей семьей, чтобы купить крузак. А тут вот такое. Ну что за вообще? А в Башкирии тем временем предлагают выключить свет в поддержку всемирной акции «Час Земли». Об этом сегодня с утра пишет про Уфу экологическая акция. Я напомню, это проводится ежегодно. Ее запускает Фонд защиты дикой природы обычно. Участниками становится все больше и больше неравнодушных людей, отмечает издание. Стоит отметить, что акция проводится для привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования совместно с ВВФ WWF России проводится крупная экологическая акция «Час Земли». Акция ориентирована на формирование экологической культуры и пропаганду ценностей у граждан. Так что, друзья, можете 30 марта в 20:30 выключить электричество у себя дома или где вы будете находиться и посидеть в такой вот приятной темноте, можно свечки зажечь. А для участия в этой акции нужно зарегистрироваться на сайте ВВФ, и там вам даже пришлют специальный, насколько я помню, раньше, по крайней мере, присылали сертификат о том, что вы принимали участие в «Часе Земли». Всегда хотел узнать, а в реальности сколько процентов от общего количества людей вот реально принимает участие в подобных акциях? Наберется ли хотя бы 1%? Просто вот обратишь внимание на окна, вроде нигде свет не гаснет. Какой-то из годов я специально обратил внимание, ничего подобного не увидел. Не знаю. Про Уфу, о том, как произошла трагическая история в республиканском перинатальном центре, где умер ребенок. С 8 на 9 марта в ночь родилась девочка, обмотанная пуповиной. Она не дышала, 1 балл по шкале Апгар у нее был. Значит, и история о том, как предполагались изначально сложные роды, роженицу привезли в перинатальный центр из Туймазов. В общем, это у нее 3-я попытка рождения ребенка была уже. На сей раз казалось, что все идет хорошо. Но в конце концов в процессе родов ребенок был как бы удушен, да, если правильно так можно сказать, и девочка не выжила. В результате родители, ну, мягко говоря, расстроены, да, и претензии они предъявляют к специалистам перинатального центра, считают, что они проявили непрофессионализм. И вот вся история со всеми нюансами здесь на ПроУФУ опубликована, и, в общем, ну, мягко говоря, неприятная история на самом деле. Чем это все будет дальше развиваться, конечно же, посмотрим. Я еще хочу обратить внимание на материал, который в выходные сначала вышел на ПроУФУ, затем его подхватили многие наши коллеги. Материал на ПроУФУ назывался, насколько я помню, «Пропагандист БСК обвиняется или разыскивается что-то там, по-моему, связанное с якобы изнасилованием несовершеннолетней». Многие коллеги наши написали об этом, сказали, что бизнесмен Ринат Баимов вот сейчас находится в розыске, но почему-то единственные наши коллеги, кто додумался позвонить самому Ринату Баимову и попросить, собственно, пояснить ситуацию, это портал Сапкор-02. Вот я хочу прочитать то, что пишут они. Ринат Баимов сказал, в общем-то, заголовок они вынесли его цитату: «Против меня было столько провокаций, что моя кожа стала бронебойной». Он прокомментировал слухи о своей причастности к изнасилованию несовершеннолетней, за которое якобы его разыскивают правоохранители Башкирии. Он сообщил, что это было 16-го материал опубликован, едет в Уфу на своем очень крутом черном автомобиле Аудио из Самары, где находился последние несколько дней по своим делам. Баимов признался, что узнал о том, что объявлен в розыск, от жены, которая утром ему позвонила, прочитав сообщение в местных интернет-ресурсах. Однако еду по трассе, гаишников как горох, но никто мою машину не останавливает. Если бы тачка была в розыске, так спокойно я бы не передвигался. Он пояснил, что по факту инцидента об изнасиловании вечером 8 марта он уже давал объяснение в Кировском РУВД Уфы. Далее цитата. Следователи говорят, что это произошло в моем доме, который я сам построил на Цыганской поляне. 8 марта с 4 часов дня я был у своей официальной супруги, она живет в центре Уфы, камеры зафиксировали, как я заходил в подъезд и вышел только на следующий день. Речь идет о том, что, по словам самого Баимова, он пригласил сына своей знакомой, Ирик Сальманов его зовут, его, кстати, разыскивают, ориентировки, насколько я вот понимаю, как раз наши коллеги печатали. Он пригласил этого молодого человека, чтобы тот присмотрел за домом, потому что дом вроде как оставлять нельзя пустым, и вот этот молодой человек попросил в этот дом привезти свою девушку 17-летнюю, он вроде как за ней давно ухаживал, и вот Баимов сказал, что он разрешил, больше ничего не знаю, было ли там изнасилование, или все было по обоюдному согласию, или вообще ничего не было. Я находился в другом месте.
Ну, вот такая ситуация. Вот этого Эрика Сальманова сейчас разыскивают, и многие-многие наши коллеги прямо опубликовали ориентировки с фотографиями, с его внешностью и описанием. Да уж, когда в деле замешано изнасилование, всякий раз возникает вопрос, а на самом ли деле оно было, да, учитывая, что эти молодые люди, по данным Баимова, по крайней мере, они встречались и давно общались между собой. Также на ПроУФО о том, как уфимский электротранспорт передадут новой компании. Уставной капитал компании составит 1,25 миллиарда рублей, то есть 1 миллиард 250 миллионов. Созданием компании займется столичная мэрия. Известно, что троллейбусы и трамваи передадут собственность компании под названием «Уфимский электротранспорт». По словам управляющего, создание компании – это единственный способ привести в порядок дела с электротранспортом в столице республики. Организация планирует погасить долг муниципального управления, да, предшественника, который, к слову, достиг около 620 миллионов рублей. В прошлом году из-за долгов произошло ограничение движения городского электротранспорта. Оно не раз, по-моему, происходило. Тогда задолженность МОЭТа составляла около 115 миллионов рублей, то есть выросла почти в 6 раз за этот период. Ну, так. Что из этого следует? Что у нас все станет классно теперь с транспортом общественным? С электротранспортом что-то есть сомнения, пока в это не будут инвестиции большие вкладываться и новые трассы не будут прокладываться, мне кажется, это бесполезно. Я еще хочу обратить внимание на материал на Медиакор сети. Без скальпов не возвращайся. В Уфе продолжаются убийства бездомных животных. Слушай, я читала, у меня шевелились волосы на голове, настолько это все жутко выглядит. В Демском районе все это происходит, любимый мой Демский район. Стала известна переписка сотрудников администрации района. И тут прям приводятся скриншоты из чата в WhatsApp, судя по всему, как люди между собой общаются, вот обследуют там улицу Кусимова, например, прилегающие к ней территории, пишет один участник этого чата, второй участник чата пишет: без скальпов не возвращайся, и первый участник присылает фотографию, как на фоне дома магазина «Магнит» лежит мертвая собака. Зоозащитники сообщили о массовых убийствах бездомных собак и кошек отловщиками МУП спецавтохозяйства по уборке города. Стало известно содержание переписки сотрудников администрации Демского района. Один из собеседников написал в общем чате, как я уже сказала, да, это был WhatsApp: без скальпов не возвращайся. Работник администрации Николай Чайченко, который был на рейде вместе с отловщиками, присылает фотографию лежащей на снегу собаки с подписью +1. На Кусимову свору наши отрабатываем. Затем он отчитался о проделанной работе, 7 штук, вся свора поймана. На скриншотах видно, что в чате присутствует первый заместитель главы администрации Демского района Айдар Базгудинов. Тем временем сотрудники администрации прокомментировали порталу Башньюз, что, собственно, такое происходит. Они сказали, что сообщение про скальп было образным, буквально его понимать не следует. А в спецавтохозяйстве ответили, что ловят только агрессивных животных. Вот начальник производственно-технического отдела спецавтохозяйства Михаил Лебедев признал, что все животные, которые отлавливаются, они умерщвляются в итоге. По данным статистики Управления ветеринарии Башкирии, в 2017 году в целом по республике отловлено 41 тысяча животных, 35 тысяч собак, почти больше 6 тысяч кошек, из них 30 тысяч убиты. А в январе Башкирская природоохранная прокуратура провела проверку деятельности спецавтохозяйства, в ходе которой выявила нарушение постановления правительства в части отсутствия информирования населения об отловленных животных и пунктах их временного содержания. В ответ на это директор предприятия Айрат Ахметов объявил выговор начальнику гаражной службы, тут имени нет, за допущенные нарушения и поручил разработать дорожную карту по их устранению. Ну, тут у нас одни дорожные карты. Но активисты и зоозащитники, увидев вот эти вот чудесные переписки в WhatsApp, обращение к Радио Хабирову написали, попросили взять ситуацию на контроль, прекратить массовые убийства безнадзорных животных. Да уж, сколько об этом говорим, конечно, проблема не решается. Даже закон этот принят был в конце минувшего года о защите животных, и, судя по всему, пока конкретных изменений никаких нет. Немножко экономической информации хочу озвучить. Напомню, материал на портале, федеральном портале банки.ру вышел 14 марта, и здесь... скажу так, экономисты, журналисты разбирались вокруг истории, связанной с Роскомснаббанком, у которого была в начале месяца отозвана лицензия. И, в общем, авторы материала говорили о том, что краундфандинговая площадка «Золотой запас» была аффилирована с этим банком, и, в общем, часть вкладчиков переводили туда, вот в «Золотой запас» из банка свои вклады, поскольку якобы это предлагалось клиентам банка непосредственно. Получается, под видом вкладов люди вносили деньги в, получается, такую кубышку, да, для того, чтобы можно было реализовывать различные инвестиционные проекты. Между тем,
На сегодняшний день у банка лицензия отозвана, но золотой запас, очень важно сказать, продолжает функционировать. И для того, чтобы своих клиентов и своих инвесторов успокоить, золотой запас предлагает с сегодняшнего дня заключать, сейчас скажу, как это называется, независимую гарантию, которая позволит абсолютно быть уверенными в сохранности своих денежных средств. Вот эту вот независимую гарантию можно оформить, как обратившись в офисы площадки «Золотой запас», так и самостоятельно прямо на сайте золотойзапас.ру. Здесь на сайте предлагается номер телефона, куда можно обратиться, но я думаю, что все инвесторы и вкладчики этой площадки, они в курсе, да, у них контактные данные есть, они знают, куда обратиться, и, соответственно, смогут эти гарантийные обязательства оформить. При этом предприятие «Золотой запас» напоминает, что имущество участников фонда, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности, составляет более 3 миллиардов рублей, и тем самым успокаивает своих инвесторов, пайщиков, наверное, правильно сказать в данном случае, в том, что все финансовые обязательства организации будут выполнены и выполнены в срок, несмотря на то, что у Роскомснабанка была отозвана лицензия. Тем более, что это совсем отдельная история. Вот. И еще хотелось бы сказать о том, что у нас минувшие выходные спортивная тема, как принято весной, да, была довольно-таки активной. Но, к сожалению, футбольный клуб Уфа проиграл 3-ю игру подряд. На сей раз потерпела уфимская команда поражение от грозненского Ахмата, который приезжал к нам в Уфу. На стадионе «Нефтяник» игра вчера состоялась, и единственный гол был забит во втором тайме именно Ахматом. Про Уфу пишет о том, что в общем, игра Уфы не радует, ну, это очевидно, да, раз уж команда не выигрывает и не зарабатывает ни одного очка во второй части чемпионата, и закрепляется тем самым, к сожалению, в самом низу турнирной таблицы, находясь на 15-м месте. И теперь отставание от спасительного 12-го места, которое гарантирует не вылет из премьер-лиги, достигает уже 7 очков. Но впереди не самые простые игры, которые, ну, будет выиграть намного сложнее, чем даже вот можно было бы выиграть вчера. И, кстати говоря, по поводу того, что есть вопросы к тренерскому штабу, и Рустем Ахмадинуров, постоянный болельщик футбольного клуба Уфа, вчера написал в Фейсбуке, по крайней мере, его пост я видел, а других пока... Другой реакции, кстати, официальной ни от генерального директора, ни от тренера Уфы пока не было. Ну, по крайней мере, мне не попадалось. Вот такая у нас история. Ну и Салават Юлаев, можно сказать, более-менее успешно выступает в Кубке Гагарина. Сейчас идет полуфинальная серия Востока. Встречаемся с екатеринбургским автомобилистом 1-1 после 2 матчей. И следующая игра уже сегодня в Уфе, поэтому болельщиков остается только пригласить на Уфа-арену. Ну Первая что? домашняя, кстати, в плей-оффе. Да, с автомобилистом первая домашняя игра. Ну что, обзор прессы, наверное, будем заканчивать. И сейчас, в общем, не меняя, можно сказать, тему, перейдем к голосованию вот по какому вопросу. Ну, в принципе, основой голосования послужит материал, опять-таки, который вышел на портале Медиакорсеть. Если честно, для меня оказался довольно неожиданным. Ну, прямо вот ничего подобного я давно не видел. Хотя сам помню даже... вот эту дату, 17 марта 1991 года, в честь которой это мероприятие состоялось. О чем речь? В Уфе состоялся автопробег в память о референдуме о сохранении СССР. Я Вообще думаю, огонь. Автопробег в память о референдуме. о сохранении их там уже Огонь. еще. Значит, фотографии тут приводятся. Он состоялся вчера. Здесь довольно-таки большое количество машин, которые... Обрати внимание на то, какие машины выехали на автопробег за сохранение СССР. Только хотел сказать, ни одной семерки. Прекрасная фотография Артура Салимова. Вот я прям... Он прям умница, фотограф Медиакорсети. Прям вот во главе колонны едет красивый черный Volkswagen. Такой прям вот очень советский Volkswagen. И дальше черные и белые чистенькие машины, довольно-таки крупные. Опель вот, да, сзади едет, насколько я вижу. Рено едет сзади. Там, к Nissan сожалению, дальше тут не X-Trail видно. Ну, хороший. тут прям джипики такие милые, очень симпатичные едут. Тойотка вот стоит. Прелесть прям. Все вот советские машины выехали. Мне кажется, на них вот обязательно на вот этом переднем первом Volkswagen на заднем стекле обязательно огромными буквами должна быть трофейная. На Берлин еще И какой-нибудь. на Берлин обязательно. Это точно. Трофейная прям огонь было бы. Но, между тем, колонна все-таки состояла из 10-15 автомобилей. Проследовала она от Конгресс-холла до Парка Победы. Стартовало это мероприятие в 10 часов 30 минут. Из окон автомобилей вот этих вот не самых дешевых и не самых отечественных, Мягко говоря. да, высовывались красные полотнища флагов Советского Союза.
Здесь посыл я так ну, если честно, не пойму. Наверное, все-таки этот автопробег проводили те, кто считают результаты того референдума правильными. Я напомню, что референдум тогда закончился тем, что люди, жители Советского Союза, в целом в большинстве проголосовали за сохранение Советского Союза. По-моему, где-то 75% было за. Уж если говорить о жителях РСФСР, то есть нынешней России, это было однозначно большинство. Прошло сколько лет-то? 28, 27. да? Ой, 91 года. Ну, пока еще 27. 91 год. Ну, 28 же. ну... Вот так. До круглой даты. Да. 27 лет прошло, и, в общем, это воспоминание стало забываться, но хотелось бы, дорогие друзья, вот что у вас спросить. Вот если бы сейчас, представим себе, да, вам предложили по этому поводу проголосовать, был бы еще Советский Союз, но вы бы обладали теми знаниями, тем опытом, который у вас уже есть, как бы вы проголосовали сейчас на этом референдуме? Если бы вы проголосовали за сохранение Советского Союза, проводить он сейчас, вот в эти выходные, то голосуйте по номеру 262-72-47. Если бы вы проголосовали против сохранения Советского Союза, 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Если бы референдум о сохранении Советского Союза, точно так же, как он прошел 27 лет назад, проводился бы вот сейчас, в эти мартовские дни 2019 года, вы бы проголосовали за сохранение Советского Союза. 262-72-47. Нет, вы бы не голосовали за сохранение Советского Союза. Все, что произошло потом, распад страны и то, как мы живем последние уже почти 30 лет, все происходит верно, в рамках ожидания, скажем, да. То есть вы бы голосовали против сохранения. 262-72-48. Пытаюсь найти, кто организовывал этот автопробег. Единственное, что смогла найти, это что наше отделение КПРФ. А вот смысл всего этого мероприятия, к сожалению, никто не озвучивает. Наверное, хотели напомнить, что люди на самом-то деле голосовали за сохранение Союза, а он не был сохранен в результате, как вариант. Угу. Ну что, давай мы будем продолжать тогда голосовать. Давай, да. И будем уходить пока Александр на новости. нам говорит, что у нас перерыв на новости. Продолжайте голосование. Давай напомню номера телефона. 262-72-47 вы проголосовали бы за сохранение Советского Союза, 262-72-48 вы бы голосовали против. Уходим на новости, вернемся и подведем итоги. Половина восьмого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Москву прервал взлет в аэропорту Новосибирска. Как рассказали агентство «Интерфакс» в прокуратуре, самолет Airbus A320 сработал датчик неисправности лопаток двигателя. На борту находились 157 пассажиров, никто не пострадал, сейчас проводится проверка. Суд Чечни должен огласить сегодня приговор главе Грозненского мемориала Аюбу Тетееву. Его обвиняют в хранении наркотиков. В крупном размере он вины не признает. Правозащитник настаивает, что наркотики были подброшены. Обвинение попросило для Тетеева 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Тверской суд Москвы должен рассмотреть сегодня иск с требованием запретить использование реагентов зимой. Его к департаменту ЖКХ столицы подала группа муниципальных депутатов. В этом деле есть полноценная возможность склонить судей на сторону заявителей, сказал глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Это хорошая новость, потому что у нас были, конечно, сомнения по поводу того, примут этот иск к рассмотрению или нет. Достаточно часто, когда позиция правительства уязвимая, иски просто не принимают. Мы с этим неоднократно сталкивались, суды просто отказываются их рассматривать, находя какой-то формальный повод. Но не в этот раз. В этот раз будет рассмотрение по существу, и у нас будет возможность изложить все аргументы против использования реагентов. Рассчитываем на удовлетворение иска, потому что, в конце концов, судьи что по улицам ходят, они только в кабинетах сидят. У них также портится обувь,
их домашние животные также страдают, они также вынуждены этим дышать, и они испытывают абсолютно такой же бытовой дискомфорт, как и все остальные жители Москвы. Подобная практика борьбы со льдом нарушает конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, считает Илья Яшин. Минобороны США отрицает планы оставить около 1000 военнослужащих в Сирии. По словам главы комитета начальников штабов Джозефа Данфорда, Пентагон выполняет распоряжение президента Дональда Трампа о выводе войск из Арабской Республики. Накануне газета Wall Street Journal утверждала со ссылкой на свои источники, что Вашингтон обсуждает планы сохранить контингент в Сирии. Полиция Австралии провела обыски в связи с массовыми убийствами в Новой Зеландии. Сотрудники контртеррористического подразделения пришли в дома родственников обвиняемого в нападениях Брентона Тарранта. В правоохранительных органах говорят, что семья Тарранта оказывает содействие расследованию. По словам представителей Министерства внутренних дел страны, за последние 3 года обвиняемый провел в Австралии всего 45 суток. За это время он не попал в списки лиц, связанных или подозреваемых в террористической деятельности. В результате стрельбы в 2 мечетях новозеландского Крайстчерча были убиты 50 человек. Сам Таррант задержанный находится под стражей. Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил сменить правительство. Он потребовал от своих министров уйти в отставку, написала в Твиттере вице-президент республики Делси Родригес. Речь, по ее словам, идет о полной реструктуризации кабинета министров для защиты Родины. Изменения проходят на фоне обострения политического, экономического и социального кризиса в Венесуэле. В Москве сейчас 1 градус выше нуля, давление 749 миллиметров ртутного столба. Днем в столице ожидается переменная облачность без осадков, +5, +7. Яков Широков, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. В новом умном доме на Злобина все квартиры с дизайнерской чистовой отделкой. Записывайтесь на экскурсию в презентационную квартиру по телефону 200 80 10. Застройщик ИСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до 5-тонников. 2 900 900. Что вы знаете о компании «Талант»? 17 лет на рынке недвижимости. 14 регионов присутствия по всей России, от Крыма до Дальнего Востока. Сдают дома в срок и входят в топ-10 самых пунктуальных застройщиков России. Строят для родных городов с заботой о людях. Мечтаете о новой квартире от надежного застройщика? Звоните. 287 77 77. Специализированный застройщик «Талан-Уфа». Проектная декларация на сайте talanufa.rf. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На Эхе в Уфе новости. У микрофона Елена Черкова. Здравствуйте. В Сибае напали на лидера движения «Новая Россия» Никиту Исаева. Об этом политик написал у себя в соцсетях. По его словам, он приехал в Сибай, чтобы лично изучить ситуацию в городе. В субботу Исаев ездил на карьер, а затем встречался с местными жителями. Исаев отметил, что за машиной, в которой он ехал, постоянно следовали несколько автомобилей, блокируя дорогу, а на встрече с сибайцами появилась группа молодых людей, которые, цитирую, вели себя агрессивно и потребовали разойтись. Конец цитаты. Затем они обсыпали Исаева и его команду мукой, заблокировали машину и не давали уехать. Общественница Рамиля Саидова позже на своей странице в Фейсбуке написала, что политика преследовали местные спортсмены, известные кикбоксеры. Ради Хабиров предложил жителям Башкирии присылать ему в соцсетях фотографии ям на дорогах. Таким образом, временно исполняющий обязанности главы республики намерен провести эксперимент и уточнить, насколько готова административная система устранять ямы по запросам граждан. Хабиров также отметил, что он изучил мобильное приложение, о котором ранее на оперативке сообщал мэр Уфы Ульфат Мустафин. Это приложение, по словам главы городской администрации, позволяет собирать информацию о ямах и выбоинах. Хабиров заявил, что оно работает плохо и его необходимо дорабатывать. Ранее он также раскритиковал аналогичное приложение, разработанное Госкомтрансом Башкирии. В заповеднике Шульганташ при погружении в Голубое озеро погиб дайвер, который в составе группы спелеологов из Москвы и Екатеринбурга приехал в Башкирию для изучения подземных ходов пещеры. Как сообщает Башинформ, в субботу утром группа исследователей совершила первое погружение. При повторном заходе в пещеру вечером одному из дайверов стало плохо. До прибытия медиков ему оказали помощь, однако спасти его не удалось. По данным агентства, мужчине было 38 лет. Он имел большой опыт и необходимые сертификаты. А при погружении соблюдались все нормы безопасности. И завершение выпуска о погоде. Уфе сейчас облачно и -2 осадков не ожидается. Елена Черкова, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе.
Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Снова только ушла и опять пришла. Руслан Валиев, Александр Егошин за звукорежиссерским пультом. +7 927 304 1051. Номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграм. Мы объявили голосование до ухода на новости. Напомню, спрашиваем мы... Что мы спрашиваем? Готовы ли вы были если бы референдум о сохранении Советского Союза, точно такой же, который был 17 марта 1991 года, проводился бы сейчас, в ближайшие выходные, например, вы бы проголосовали за сохранение Советского Союза? 262 72 47. Да. А если бы вы все-таки голосовали против сохранения Советского Союза? 262 72 48. Тетя Роза нам прислала только Советский Союз, 3 восклицательных знака. Ну что, подводим итоги, объявляем. Нажимаем кнопку «Стоп», сейчас голоса допадают. Ох, господи, 82% наших слушателей проголосовали бы за сохранение Советского Союза, 18% голосовали бы против. Я не ожидала таких цифр. Вот, а еще говорят о аудитории «Эхо Москвы» и что-то прочее, да? Нет, наши люди, в общем, за то, чтобы Советский Союз сохранялся в абсолютном большинстве. Вот такие у нас результаты, мы их фиксируем и на историческую тему в том числе продолжим разговор с нашим гостем, кинорежиссером Булатом Юсуповым. Доброе утро, Булат. Доброе утро, Булат. Давай спросим, Булат, а вы бы как голосовали? За сохранение Советского Союза или против? Ой, сложный вопрос, честно. Там нету третьего. Нету. Вы бы воздержались? Очень тяжелый вопрос, потому что как бы мне очень много не нравится сейчас, и очень много нравится там, и наоборот. То есть вот такого однозначного ответа, мне думаю, очень сложно найти. Почему третьего варианта нет? Потому что и на референдуме не было третьего варианта. Там было 2 варианта. Да, нет. Соответственно, человеку нужно выбирать, приходя в кабинку. То есть либо ты выбираешь этот, либо другой. Либо просто не идешь голосовать, соответственно. Но явка, насколько я помню, на том референдуме была очень хорошей. Собрались мы с вами между тем, у нас есть инфоповод, да, на минувшие выходные состоялась премьера вашего фильма «Первая республика», о котором довольно много было сказано, в том числе в наших эфирах в течение последнего года. Как, на ваш взгляд, прошла премьера? Вы довольны? Да, я доволен. Все, краткость сестра талант. Ну, тогда давайте расшифруем. Все ли задуманное удалось реализовать в процессе работы над фильмом? Вы знаете, вот я шел на эфир и думал, наверное, вот когда дом строишь, там, в деревнях, сразу нет всех денег, которые, чтобы построить, нету. В процессе уже какие-то вещи открываются, поэтому что-то не удалось, а что-то, наоборот, в процессе открылось. Поэтому я считаю, что из того, что процесса времени, который был потрачен мной на это, и людьми, которые не один делал как проект, мы сделали, я считаю, что все. То есть никакого чувства там какой-то вины, там, то, что мы там что-то там не дотянули, где-то смолодушничали, этого нет. Конечно, мы сделали все, что могли. В этой части я могу быть спокоен за тот отрезок, который был. Вот, кстати, хотелось бы понять, мы — это сколько людей? Вот сколько людей нужно, чтобы сделать такое кино? Ну, основных немного. Основных там 3-5 человек. Кто вот круглые сутки этим занимается. А те, кто имеет к этому непосредственное отношение, ну, не непосредственно, а там, время от времени, там, да, то есть это, ну, человек 100-150, наверное, потому что это и артисты, актеров, да, это шумовики, это музыканты, звукорежиссеры, да, то есть процесс сложный. Удалось ли уложиться в бюджет заранее запланированный? Нет, не удалось, конечно, потому что я понимаю, что такая возможность снимать такое кино выпадает раз в 100 лет. Поэтому мы вкладывали и свои личные деньги, и были частные пожертвования, и нам помог фонд. Вот сейчас на продвижение проекта фонд «Урал». То есть картина, в общем-то, делалась очень экономично, без издержек и очень короткие сроки. А давайте назовем суммы. По-моему, был выделен грант Минкульта, во-первых, да? 1,5 миллиона рублей? Значит, это был не грант.
То есть сразу я хочу как бы пояснить всем, кто в этой теме. Это была субсидия целевая от правительства. То есть мы предложили киностудии такой проект. Киностудия выступила с инициативой в адрес Министерства культуры в адрес правительства. И правительство из резервного фонда выделило 9 миллионов рублей. Вот. И дальше мы, в общем-то, принялись за работу. Активная фаза была с 1 апреля по 7 августа. То есть за 4 с лишним месяца мы и подготовили картину, и сняли. Вот. Насколько хочется все-таки понять, вот вы как режиссер, насколько вам необходимо было погрузиться в это во все? Насколько вам необходимо было перелопатить историю, которая за эти 100 лет у нас в республике складывалась? Вот самому все это узнать, самому найти какие-то там реферные точки, да, на которые хотелось бы опереться. Насколько вы погружены в этот процесс, вот именно с точки зрения подготовки? Вот я сразу говорю, я не историк и не специалист в этой области. В таком случае еще сразу спрошу, сложно ли снимать исторические фильмы? Сложно, потому что технологически и технически у нас нету базы такой, чтобы мы могли там, построить павильон, там, сделать улицу, там, реквизит какой-то создать. Конечно, это не... Нет. Поэтому как бы эти сложности, они, я думаю, что как бы с одной стороны были сложности, с другой стороны было творческое решение всегда. И какое-то ограничение рождает какой-то творческий проект. Да, то есть это нормально. Поэтому что значит погружение, то у нас были хорошие консультанты. Это Газиз Кутушев, это Кучезяк Саламатова. Они, в общем-то, постоянно оперировали фактами. Мне, как режиссеру, необходимо было в это во все выстроить причинно-следственную связь и, в общем-то, сделать так, чтобы это было интересно и эмоционально. Очень время интересное, и я считаю себя вообще счастливчиком, что вообще в это окунулся. Потому что там, как скажем, там огромнейший пласт, там очень богатая фактура. То есть я думаю, что там еще очень много фильмов можно делать, и не повторяясь. Что-то новое для себя узнали, того, чего не знали вот за время подготовки к фильму? Ну, много об Ашцике, о том, что было правительство, о том, что были инициативы, которые были поддержаны, там, создание, к примеру, там, профессионального музыкального искусства, открытие техникумов, создание Института истории и литературы, создание первых словарей и так далее, То есть это очень большая подвижническая работа шла в тот период. Вот если брать работу, да, фильм, вот что вы хотели им сказать в конечном итоге зрителю, да? То есть одно дело просто сделать фильм и дать историю от А до Я, да, вот типа смотрите и делайте выводы, или все-таки была какая-то цель вот что-то конкретное донести? Руслан, я вот в последнее время стараюсь не говорить ни при какие идеи. Потому что, наверное, были, конечно, основные мысли, которыми я выходил на проект, но все-таки я не хотел бы навязывать их. Я думаю, что каждый человек, даже современные люди, многие говорят, что это про меня. То есть очень много параллелей, очень много каких-то ассоциаций. Поэтому, наверное, мне хотелось, чтобы эмоционально люди были погружены, да, и как-то выходили оттуда с потрясением. Потому что я лично восхищен этими людьми многими, поражен этими событиями, и мне хотелось передать эту эмоциональную заряд, который я вкладывал в каждый кадр. Вот смотрите, действительно, в эти дни у нас по факту столетия республики, хотя есть мнение историков и довольно-таки объективное, что надо было бы праздновать еще в 17 году, потому что впервые эта республика была создана в 17 году. На ваш взгляд, не кажется ли вам, что этот юбилей, эта дата отмечается на довольно скромном уровне, а могла бы отмечаться более пышно и более значимо? То есть больше могло бы быть все-таки обсуждений каких-то публичных на эту тему, дискуссий? Конечно, мне кажется, что это повод. Понимаете, вот я когда первый раз на «Эхо Москвы» приходил, я очень путался. Где эта улица, какой этаж, понимаете, там крутился в коридоре. Но если есть память, то ты приходишь быстрее к каким-то задачам, понимаете? То есть я считаю, что как бы нужно это помнить, нужно это разбирать, нужно искать параллели. Необходимо те имена, которые являются значимыми, отдавать им должное. Это нормально. И я не знаю, может быть, через несколько дней, там, буквально за 5 дней начнется у нас тут бурная деятельность. Я не в курсе. Я делал то, что я делал в этой истории. Я отвечал за себя, за свою команду.
Вот. Я сделал то, что считаю нужным, поэтому, ну, я не отвечаю за другие процессы. Какие-либо пожелания или другого рода вмешательства со стороны органов власти, Минкульта и так далее происходили за это время, за время работы, или все-таки нет, вы были полностью независимы? Руслан, да вот так вот, пластически так. Нет, не происходили, Руслан. Все было очень, как бы скажем, корректно. То есть был отправлен сценарий. Вот, и никаких вопросов не было. То есть я не думаю, что есть какие-то люди, которые прям смотрят и читают каждую строчку. Потом, вы знаете, сценарий — это не все там поймешь. Сценарий — это техническая запись больше всего. Поэтому в итоге все, что там написано, мы просто показываем намного больше. Очень много сценариев, очень куцых. Поэтому никакого контроля, никакого там такого понятия не было. Я, на самом деле, лично бы этого просто не допустил, потому что я занимаюсь творчеством, художественными произведениями, но не там политическими какими-то проектами, да. То есть я делаю просто творческую историю. Фильм ваш уже пригласили на фестиваль международный в Чувашию, насколько я помню. Что это за фестиваль такой? Как вы туда попали? У нас Бабич участвовал в этом фестивале международный, Чебоксарский фестиваль. Я, правда, не был. Я не знаю, просто уже пришло приглашение. То есть, видимо, какая-то есть критика, какие-то интересные обсуждения. Я его сам удивлен. Картину мы не отправляли. Картина, по-моему, она посвящена именно вот национальным картинам. Фестиваль. Да. Поэтому... Что дает участие в нем? Прокат. Еще раз ты покажешь картину публике, которая, может быть, с иной точки зрения будет смотреть, наверное, с большей кинематографической части. Потому что я все-таки снимал кино не для кинематографистов, я снимал кино просто для людей. Вот. Но если кинематографисты увидят какую-то интересную для себя особенности какие-то, конечно, я буду рад, потому что... Кстати, какой прокат ожидается? Где люди действительно простые смогут увидеть, в каком объеме? Мы будем показывать, у нас будет 50 социальных бесплатных показов, поддержанных фондом «Урал». У нас будут собственные кинопоказы. В Уфе у нас вчера уже были в Просторе, в Ультре. Сегодня у нас открывается в Родине кинотеатре в 7 часов, по-моему, вечера в синем зале. Максимально будем показывать. Для меня сейчас, на самом деле, вот эпоха, период, чтобы заниматься прокатом и постараться как можно больше привлекать людей, чтобы люди посмотрели это кино. Вот фильм говорит о том периоде, когда все-таки создавалась республика, да, по сути, на пустом месте. То есть говорит о неких таких элементах суверенитета, о праве на самоопределение. Между тем, в наши дни об этом не очень модно стало говорить, в общем, ввиду тех политических реалий, которые имеются в стране. Более того, есть вот человек, да, который имеет на этот счет особый взгляд, и на днях он был арестован, я имею в виду Айрата Дельмухаметова. Его причем обвиняют как раз-таки вот в неких таких вещах, которые пересекаются с теми событиями, да, его обвиняют в призывах к сепаратизму. Как вы это можете прокомментировать? Почему так происходит? Нужно разбираться. Я, честно говоря, вот последние 2 недели был очень там занят всеми процессами. Но я лично считаю, что это неправильно, конечно. То есть, мне кажется, что любое мнение, которое будет закрыто, которое будет стараться закрыть, оно будет работать против общей ситуации в стране. Мне кажется, что любой человек имеет право на свою точку зрения. То есть независимо от его политических взглядов, от его там каких-то прошлого. Поэтому я считаю, что это неправильно осуждать человека. И тем более в современное время я считаю, что, конечно, это не очень хорошая история. А не получается ли так, что вот все жертвы, да, которые были принесены героями, в том числе вашего фильма, они были принесены по сути зря? Ведь на сегодняшний день мы имеем вывеску Республика Башкортостан, а по факту что? Вы знаете, вот зрители, которые были на премьере, я думаю, что так не считают. Я думаю, что те идеи, которые несли эти люди, они в нас живут. Идеи развития своего языка, своей республики в контексте развития Российской Федерации. То есть это нормально. То есть просто очень много интерпретаторов в этой жизни, да, которые... Поэтому я сейчас стараюсь меньше говорить какие-то вещи, чтобы поменьше интерпретировали. Картина говорит о абсолютно важных, ценностных вещах, таких как любовь, таких как родная земля, родной язык.
Я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. И каждый об этом как бы рассуждает, когда смотрит кино. А вот интерпретация, это уже как бы есть разные скрытые силы, которые могут любую историю сегодня перевернуть сверх на голову. Поэтому я лично готов ко всему. Я делал картину искренне и буду ее продвигать максимально открыто и максимально публично. Те, кто уже пришел посмотреть этот фильм, это больше взрослые люди или это молодежь? Или это и те, их много разных? Пока нет, сложно говорить о срезе, потому что практически один день картина вышла. Я знаю, что и дети, в общем-то, и школьники, потому что с родителями пришли дети на премьеру, и, в общем-то, у них достаточно была такая реакция. Кино не простое. То есть это сразу, я говорю, что это не... не «Мстители», понятно. Да, и там не другие. То есть это как бы кино сложное. Хочется еще понять, насколько это кино будет понятно и насколько это кино будет интересно людям, которые не живут в Башкирии, людям, которые живут в других регионах нашей страны, которые совершенно не понимают, кто все эти люди на экране. А насколько им это будет легко, доступно и интересно смотреть? Вот я добавлю сюда к этому вопросу, потому что я читал отзывы. Те, кто не владеет башкирским языком, жаловались, что вот титры, они не крупные, и вроде как не успеваешь прочитать. Как быть русскоязычному населению даже Башкирии, и уж тем более жителям других регионов? Вы знаете, мы над этим думаем. То есть для меня это тоже вопрос, потому что дублирование тоже возможно. Мы будем это, вероятно, скорее всего, делать. Потом, вы знаете, кино не надо читать, кино надо смотреть. Хочется же понимать, что говорят люди. Вы знаете, ситуации все стандартные. Все говорят примерно об одном и том же. Понимаете? Поэтому мы будем думать о том, как это дублировать, потому что, наверное, для удобства лучше, чтобы звучало. Там, понимаете, 50% на башкирском, 50% на русском. Изначально. Да. То есть, поэтому вопрос дальше там встает, куда пропадет этот голос дублированный, когда пойдет русская речь. То есть просто очень много таких нюансов, которые как двуязычное кино и так далее. То есть мы будем думать, конечно. Но если возвращаться все-таки к вопросу о том, насколько это будет интересно и востребовано в других регионах. Понимаете, опять-таки я сейчас очень осторожно, потому что скажешь там, да мы сняли такое кино, что сейчас, понимаете, и в то же время нельзя занижать свою значимость проекта. Да? Поэтому, когда делаешь кино, ты не думаешь о маркетинге, ты не думаешь о объемах зрителей, которые должны прийти и принести деньги. Ты думаешь просто о том, чтобы должна быть правильное продвижение, грамотная информационная часть, качественная картинка, хороший звук. А дальше уже, как это повернет зрительская эмоция, кто-то в этом, может, увидит столько параллелей, что они будут настолько современное кино, что оно... В принципе, мы же похожи, все республики, все регионы, у нас одна история. 17-й год, 37-й год, война. Скажите, а руководство Башкирии, кто-то из руководства, может быть, уже смотрели фильм, или это планируется как-то? Из руководства, смотрели из госсобрания, крутое госсобрание, Айткулова Эльвира Ринатовна смотрела. Так скажем, смотрели с администрации, с главы, но так, чтобы пришел глава республики, временно исполняющий обязанности главы республики, такого ничего не было. А приглашение отправлено? Было, конечно, отправлено. Скажите, а по телевидению, кстати, планируется наверняка, но попозже? Конечно. Задача такая, чтобы картину посмотрели в этом году как можно больше людей. И телевидение — это тот инструмент, где мы обязательно осенью, я думаю, покажем. Осенью, то есть? Да, потому что все-таки кино делалось для экрана, и восприятие звука, и объема. Это все равно, что марку разглядывать, какую-то картину, великую. Я хоть и картину еще не смотрел, но я предполагаю, что поскольку фильм исторический, там довольно много сцен сделаны с помощью компьютерного моделирования, скажем, да? Каков процент этих сцен от реальных? Невысокий, но очень сложный, потому что мы делали вокзал железнодорожный, в общем, достаточно... Уфимский того времени. Да. То есть, было не так много на языке компьютерной графики шотов, это было 50, в отличие от Бабича там было 260. Но они делались у нас 8 месяцев.
Вот кино снялось за 55 смен, мы снимали с 24 мая по 7 августа, а графика делалась до позавчерашнего дня. Поэтому постпродакшн — это самая сложная история в нашей кинематографии, которая как бы все специалисты работают там на Москву, и наши бюджеты не позволяют там, да, то есть делать сложные кадры. А над этой графикой работали наши башкирские специалисты? Да, наши специалисты, которые по Бабичу работают, они также выросли, они сделали намного лучше, интереснее. То есть, в принципе, я ими доволен. То есть команда вся работала очень слаженно. Хочется все-таки, вот вы начали про параллели, уже несколько раз говорили, что очень много параллелей между тем, что было тогда, и тем, что происходит сейчас. В чем вы эти параллели видите? Вот если прям на конкретных каких-то вещах. Ну, к примеру, очень много творческих людей сказало, что это про них. Вот, к примеру, там Дауд Юлту исключили из Союза писателей. Тоже сегодня есть какие-то такие процессы, которые люди недовольны какими-то там трудовыми отношениями в коллективах и так далее. Поэтому я уж не говорю о том, что какая-то параллель прям кровавая, вряд ли, да, но ситуация всегда, в принципе, похожая, когда коллеги пишут доносы, да, то есть наверняка это как бы присутствует и сегодня. Я как бы думаю, что мы просто об этом не говорим, и мы не видим это, но наверняка есть какие-то. И многие творческие люди так, в общем-то, отреагировали. Ну, так скажем, все на себя. Спроецировали на себя. Спроецировали себя. У нас до конца минута. Вот после фильма «Бабич» вы тут же анонсировали «Первую республику», и стало понятно, что, в общем, тематика тех событий, да, вас заинтересовала. Вот теперь, может быть, конечно, рановато говорить, но все-таки вы планируете продолжать снимать работы по поводу того времени, или захотите уйти куда-то в другую ипостась? Самый сложный вопрос. Потому что не как делать, а что делать. Поэтому для меня, как для режиссера, это следующий шаг, он очень принципиален. Потому что у меня есть и на продолжение, то есть уже написана история. Да. Но я понимаю, что очень много внешних факторов, таких как финансирование, технические возможности там, и так далее. Это очень накладывает всегда обстоятельства. Должна произойти как бы парад планет, понимаете, вот, чтобы у тебя картина состоялась. Вот. И я как режиссер смотрю не только тематическую часть, но еще профессиональную, например. Потому что все-таки как бы я хотел бы поднять... Совсем коротко, буквально в конце. У кино в республике будущее стало более безоблачным, более понятным за последнее время, или ничего не изменилось принципиально, качественно? Вот на последней минуте, Руслан, ты задаешь самый сложный вопрос в моей жизни. Я, честно говоря, об этом всегда думаю. Ощущения какие? Больше позитивные или пока непонятно? Вы знаете, я режиссер. И я отвечаю вот за свое производство, за личные проекты. Если бы у меня был другой статус, возможно, я мог бы это более говорить подробно. Будем заканчивать наш разворот. Спасибо вам большое, что пришли. Руслан Валиев, Елена Черкова. Хорошего дня и пока. В 8 утра в Москве, в студии Яков Широков, в эфире информационная программа «Эхо». Суд Чечни должен огласить сегодня приговор правозащитнику Аюбу Тете.